46-летнему жителю Сармановского района очень нужен был трактор. Новый слишком дорогой, поэтому рассматривал подержанные на сайте бесплатных объявлений. Приемлемый для себя вариант нашел довольно быстро. Созвонился с продавцом, обговорить все условия. Подозреваемый попросил его перечислить первоначальный взнос в размере 30 тысяч рублей и для убедительности выслал ему фотоизображение чужого паспорта, который он находил несколько месяцев назад на улице. Деньги покупатель отправил в тот же день. Далее мужчины начали обговаривать способ транспортировки трактора. Так как владелец найденного паспорта был прописан в городе Канаш Чувашской республики, продавец сказал потерпевшему, что техника находится в этом городе. Мнимый продавец пошел еще дальше и позвонил покупателю, попросил еще 19 тысяч рублей. Однако последний заявил, что собирается передать деньги только при личной встрече. На этом разговор был закончен. Покупатель больше не смог дозвониться до продавца и, поняв, что его обманули, обратился в полицию Альметьевского района. Стражи порядка заподозрили в этой афере с трактором 44-летнего ранее судимого жителя Нижегородской области. Полицейские выехали в служебную командировку и задержали предполагаемого мошенника. У него изъяли телефоны и банковские карты. А что вы сделали? Продал несуществующий трактор, там 10 тысяч ущерба. На допросе нижегородец рассказал, что никакого трактора у него никогда не было. Он просто нашел фотографию сельхозтехники в интернете и выложил объявление о продаже. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ожидать суда он будет за решеткой. Наталья Мизна, Айрат Назипов, вызов 112.